Поэтому всегда прощая людей за их несовершенство, сохраняя любовь и единство с ними, мы имеем право на наказание, то есть воспитание, в зависимости от того, насколько человек хочет меняться, готов меняться. Если он абсолютно не хочет меняться и принципиально наставить на своей позиции, это называется отношение к нему не метать бисер перед свиньями. Если он хочет, очень быстро срывается, тогда ему нужно 3 раза объяснить, а потом наказывать. Если он хочет, у него есть динамика, тогда нужно 7 раз его в день даже прощать, потому что он уже на правильном пути. Вот так я стал понимать смысл того, чему учил Христос. То есть наша обида – это есть форма защиты и форма воспитания других. Так вот, мы должны от несовершенной формы переходить к более совершенной. Вместо уничтожения, как защиты и воспитания другого, мы должны перейти к уважению, настойчивости, поддержке, требованиям. То есть мы должны искать возможности для воспитания других людей. Если у нас они минимальные, то мы должны все силы направить на воспитание себя. Потому что насколько мы гармоничны внутри, насколько мир будет меняться снаружи нас.